Детскую площадку осталось немного довести до ума и можно открывать. Для юных жителей отдаленного микрорайона Карткироса это станет настоящим подарком. Установили конструкцию на грант главы Коми. Именно этот район выбился в лидеры конкурса по зимнему содержанию дорог. Сумма в 10 миллионов рублей пришлась очень кстати. Львиную долю потратили на покупку техники. Теперь в парке сельсовета весь комплект всесезонной уборочной техники. Мы в зимний период вообще всю технику нанимали, как и частную, так и у предприятий для очистки вот этих наших улиц. Карткирос, он у нас протяженность большая, улиц много, порядка там 30 километров протяженность всех улиц. На сегодняшний день мы приобрели трактор 1221, это МТЗ, но он с большими колесами, более сильный. Приобрели ему также прицеп 6-тонный, приобрели отвал, который и приобрели щетку, которая в летний период может очищать наши улицы. Местные власти пошли дальше. Чтобы подстегнуть глав сельских поселений, организовали свой конкурс. Битва за первое место серьезная, на кону приличный денежный приз. Деньги в районе предусмотрены. 500 тысяч за первое место, 300 за второе и 200 тысяч за третье. Там, по сути, смысл этого конкурса на, скажем так, самое ухоженное сельское поселение. Чтобы не было там, скажем, может быть, где-то не снесенного аварийного жилья, чтобы были благоустроены места общего пользования. Тот же выкос пресловутого борщевика в летний период. И все эти конкурсные заявки сопровождаются в том числе фотоотчетами. Успехи сельских поселений оценила и Надежда Дорофеева. Интересовали спикера и достижения местных аграриев. Семейная ферма в Омане – одна из самых развивающихся. Растут удои, готовится к открытию убойный цех. В соседнем Подъельске фермер сделал ставку на картофель. В этом году урожай должен порадовать. С 10 гектаров планируют собрать 200 центнеров. Новое хранилище для второго хлеба здесь уже готово. Кстати, при возведении объекта помог грант от регионального Минсельхоза. По словам председателя Госсовета, только в этом году на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств направили больше 140 миллионов рублей. Государственная поддержка, которая оказывается вообще в целом отрасли агропромышленного комплекса, конкретно крестьянско-фермерским хозяйствам, она сегодня востребована, она должна расти, это безусловно. И профильное министерство, и правительство все делают для этого, чтобы объемы финансирования были увеличены. Нам остается пожелать развития этим предприятиям и, конечно же, гордости за отрасль. А это уже в гостях у лучшей сельской семьи России. Чета Савиных из Неплина за столом не в полном составе. Старшая на учебе, средняя в санатории. Но дети всегда на связи. По словам родителей, секретов семейного счастья у них нет. Понимание и доверие – вот главное. Уже сегодня Савины собираются в Кремль на торжественный прием. Первым делом пригласят президента на свои фирменные пирожки. Я очень люблю готовить и верю в то, что сама по себе как мама, если утром пахнет пирогами, то дети будут счастливыми, сытыми, довольными, и они обязательно вырастут счастливыми взрослыми. Да, и у них тоже будут свои семьи. Вот это главное миссия. В общем, я поняла так, вы без всяких конкурсов, вы все равно лучшая семья, без конкурса, правда? Да. Потому что вы любите жизнь, да? Да. Вот, вы любите семью, детей, да? И семья Савиных, и другие жители Невдина готовятся к юбилею великого земляка. К 130-летию Виктора Савина уже отремонтировали музей, следующий дом культуры. Приведут в порядок и бюст коми-драматурга. На работу направят больше 5 миллионов рублей. Всего же в юбилейный год пройдет больше полусотни мероприятий. Любовь Лапина, Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Карткиросский район.